В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Владимир Путин поручил продлить на 2 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений по итогам форума «Опоры России». Срок нынешнего моратория истекает в декабре этого года. В конце октября глава государства предложил продлить его еще на 2 года. При этом, согласно документу, из-под запрета необходимо исключить виды деятельности и объекты с высоким риском возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. Также под запрет не должны попадать виды контроля, по которым применяется риск-ориентированный подход. Запрет не должен распространяться на лиц, в отношении которых вступило в силу постановление об административном наказании за грубое нарушение. Субсидированные авиаперевозки будут круглогодичными. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В целях совершенствования механизма субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок внесены изменения в правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта. В частности, предусматривается расширение перечня субсидируемых маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам, включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки. Максимальная протяженность субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3000 километров, в других федеральных округах до 1500 километров, сказано в пояснительной записке к постановлению. Напомним, ранее субсидировались перевозки, выполняемые с 1 марта по 1 декабря. Сейчас уточняется порядок подтверждения субъектами Федерации готовности участвовать в софинансировании воздушных перевозок. Разработаны проектные документации на реконструкцию 33 аэропортов России, в том числе 15 аэропортов в Якутии. Об этом сказал заместитель руководителя Росавиации Олег Клим. Так, положительные заключения государственной экспертизы получили аэропорты Чакурдах, Нюрба, Сангар, Среднеколымск, Депутатский, Жиганск, Черский, Алекминск, Хандыга, Белая гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Сакырыр, Тикси и Нерюнгри. Кроме того, в этом году также планируется ввести в эксплуатацию объекты аэродромной инфраструктуры в аэропорту Тикси. Федеральной адресной инвестпрограммой в текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования на продолжение работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в 16 аэропортах России, в том числе в аэропортах Якутск, Сакырыр, Среднеколымск и Тикси. Проект строительства нового подъездного железнодорожного пути до Эльгинского угольного месторождения рассмотрен госэкспертизой и получил положительное заключение. Новый путь пройдет по 2 субъектам России – Амурской области и Якутии и составит свыше 334 километров. Планируется, что в первый год эксплуатации дороги объем грузоперевозок достигнет 1 миллиона тонн в год, во второй – почти 7 миллионов тонн. На 5-м году грузонапряженность возрастет до 43 миллионов тонн в год. Кроме того, на трассе построят 23 моста длиной более 100 метров, 34 средних моста и 17 малых. Расчетный период эксплуатации 50 лет. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств компании «Эльга-Уголь». Напомним, Эльгинское месторождение расположено в юго-восточной части Якутии в 300 километрах от Байкало-Амурской магистрали. Эльга является крупнейшим в России месторождением коксующегося угля. Запасы составляют более 2 миллиардов тонн. В Якутске в МФЦ «Мои документы» стартовал совместный проект со Сбербанком. Теперь все пользователи услуг многофункционального центра смогут в течение 1 минуты оплатить госпошлину банковской картой или любым бесконтактным способом. Подобная услуга в России работает только в Якутском МФЦ. На очереди все отделения по республике, которые должны внедрить такой способ оплаты в следующем году. Раньше заявители для оплаты госпошлины и платы должны были вынуждены обращаться в банки, либо оплачивать через терминалы и банкоматы банков, кредитных учреждений. Это занимало определенное время, то есть наши специалисты помогали им в оплате, тратилось наше драгоценное время обслуживания. Либо заявители уходили за пределы центра, оплачивали госпошлину в банке и приходили, вносили квитанцию. Сейчас же оплата будет сразу в окне, это будет занимать ровно 1 минуту. Курс европейской валюты и американского доллара заметно подешевел. Российская валюта показывает рост уже 2-й день подряд. Об этом свидетельствуют итоги последних торгов. Как отмечает РИА Новости, поддержку рублю оказывают попытки коррекционного восстановления рынка нефти.
По данным Центробанка России, сегодня доллар подешевел на 1 рубль 38 копеек и составляет 66 рублей 62 копейки. Курс евро ниже вчерашнего курса на рубль 22 копейки и составляет 75 рублей 54 копейки. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.